Законы для существования людей. Здравствуйте. Продолжение. Ты должен стать человеком всесторонне развитым. Если на пути что-то не получится, не огорчайся. Попробуй иной путь, который тебе по душе. Душа тебе подскажет, чего иметь и чего нет. Соглашайся со своей душой, и ты обязательно окажешься в своем воображаемом мире. Это и есть твоя победа. Это будет победой человеческого рода. В сложных ситуациях сохрани спокойствие. Придется туго, но ты не расстраивайся. Слушайся Бога и думай о высшем мире. И ты войдешь в высший мир по мере подготовки твоего внутреннего мира. Хорошо. Хочешь стать хорошим человеком? Да. Стремись к этому. Хочешь стать нужным и богатым человеком для людей? Да. Стремись к этому, и ты обретешь. Твоя победа зависит от самого себя. Упорный труд и самоусовершенствование человеку необходимы. Далее когда-нибудь мы будем вести разговор о высшем мире, а пока ты готовишься стать человеком, который имеет успех на земле. Уважаемый собеседник, я полагаю, что для тебя всегда найдутся нужные необходимые средства для того, чтобы дальше защитить свою честь и жизнь. Ты называешь себя хорошим человеком? Да. Да, это правда. Ты преуспевающий бизнесмен, хороший семьянин и не более. А не мало ли это для тебя? Трудно ответить. Да, трудно ответить. Существует очень много вариантов быть ближе к людям, обществу. Без этого твое материальное отношение, твое существование нерадостно. Ты всегда хотел иметь хороших друзей, родственников и стараешься быть полезным и для других. Ты попробуй расширить свой круг, войди в положение нуждающихся. Они тоже становятся ближе по духу. Спрашиваешь, почему? Да я скажу, человек существует, имеет стремление, на что-то надеется, ищет опору, а ты богат, у тебя есть деньги, может быть и власть. А этот бедный мальчик без родителей, нищий, он ищет опору, но не знает, куда идти, у кого просить поддержки. Теперь посмотри, в сложных ситуациях ты тоже начинаешь искать опору на стороне. Высший мир Господа Бога говорит: опирайся на меня, и сам будь опорой для других. Все люди в своем размере ищут опору на стороне. Да, ты тоже опирайся на меня, и стань опорой для других. После он тоже будет смотреть на тебя, как на Бога. Ты становишься милым, здравомыслящим, высоким, добрым, всемогущим человеком. И своеобразным ты тоже войдешь в образ Бога для слабого, маленького существа. Ты опирайся на меня. Я помогу, а ты поможешь другим. Вот так существует мир. Поддерживать друг друга мы должны таким образом. Этот мальчик, получая от тебя доброту, ласку и другие позитивности, вырастет хорошим, добрым человеком. Запомни, ты тоже получал от меня доброту и все то, что ты имеешь на своем пути. Ты согласен? Да, я согласен. Всемогущий Господь Бог наставляет людей, чтобы они были близкими, родными. Ты являешься лучом для других в том плане, что ты их поддерживаешь, направляешь на верный путь, при этом получая благодарность от Всевышнего. Мир для тебя создает прекрасный образ, так как ты стремишься к этому, а этот мир из воображения переходит в реальность. В данный момент ты живешь в этом высоком реальном мире. Твоя ответственность перед людьми всегда вынуждает тебя быть порядочным человеком во всех отношениях. Сознавая то, что ты лидер, никогда себя не расслабляешь во всех ситуациях, так как стал примером для окружающих. Твое согласие на этот или другой вопрос является главнейшим, потому что народ ждет твоего решения. Ты для них стал отцом или матерью, и твоя роль велика в этом мире. И ты стань им опорой. Среди людей твоего народа есть люди очень богатые, но не понимающие, в чем смысл жизни. Ты их собери и дай совет, чтобы они помогли и другим.